Рабочая встреча дипломатов, в ходе которой стороны обсудили важные вопросы двустороннего сотрудничества, состоялась в Сочи. Глава МИД Сергей Лавров приветствовал Ахсара Джоева и отметил, что сегодня Республика Южная Осетия успешно развивается как демократическое суверенное государство, выстраивая современную экономику, социальную сферу. Мы рады вновь приветствовать вас в Российской Федерации. И, пользуясь случаем, конечно же, хочу поздравить вас и весь народ Южной Осетии с прошедшим праздником, Днем Республики. И торжественные мероприятия в Цхинвале и приуроченный к ним экономический форум Южной Осетии «Горизонты инвестиций» прошли на очень высоком уровне с участием многих гостей из России, включая первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко, министров экономического развития, образования, главу Северной Осетии и других наших представителей. Стабильную динамику демонстрирует рост ВВП за последние 5 лет, как мне сказали, статистика говорит 27,5%. Увеличивается внешнеторговый оборот 14,5%. Реализуются важные инфраструктурные проекты. Сергей Лавров отметил, что текущий год выдался продуктивным для двусторонних связей. При российском содействии разрабатываются новые госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы. И это, конечно, придаст импульс дальнейшему раскрытию хозяйственного потенциала. Главы наших государств встречались и 10 мая и общались по телефону 12 июня. А 26 мая в Минеральных водах состоялось очередное заседание Российской и Юго-Осетинской межправительственной комиссии, в работе которой принял участие президент Гаглоев. Знаю, что при российском содействии разрабатываются новые госпрограммы социально-экономического развития Южной Осетии на 2026-2030 годы. Глава МИД Ахсар Джоев от имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева передал слова приветствия, отметив личный вклад Сергея Лаврова в отстаивание интересов Республики Южная Осетия. Российская Федерация была и остается надежным гарантом безопасности республики, отметил глава внешнеполитического ведомства Ахсар Джоев. Хотел бы передать вам слова приветствия от имени президента Южной Осетии Алана Гаглоева. Он высоко ценит и личные отношения с вами, и в целом с руководством и народом России. Благодарим за ту помощь, которую Российская Федерация оказывает Южной Осетии. Большое спасибо за те хорошие и неоднократно подтвержденные и словами, и делами действия по обеспечению безопасности Южной Осетии. Продолжим контактировать, конечно, и на площадке международных дискуссий. Это важный формат, в котором участвуют и Россия, Южная Осетия, и наши абхазские друзья при посредничестве международных организаций. Программа социально-экономического развития Южной Осетии на период до 2030 года позволит укрепить экономику республики. Вы сказали о готовящейся программе на 26-30 годы социально-экономического развития. Это важный документ, и мы ожидаем, что его реализация послужит также одному большому шагу в деле укрепления экономической составляющей Южной Осетии. Двусторонние наши отношения, они основываются на прочной договорно-правовой базе. Эта база, она расширяется, укрепляется, и на сегодняшний день в проработке находится ряд документов. В проекте еще предполагается подписать еще несколько документов. Это говорит о том, что мы опираемся на те договоренности, которые были отражены в договоре 2015 года о строительстве интеграции и других основополагающих документов. Главы МИД Республики Южная Осетия Ахсар Джоев и Российской Федерации Сергей Лавров подписали план межмидовских консультаций на 2026-2027 год. План консультаций предполагает согласование и координацию визитов на высшем и высоком уровне в рамках межгосударственного взаимодействия, активизацию сотрудничества между внешнеполитическими ведомствами двух стран в сфере информационного сопровождения, внешнеполитической деятельности, а также организацию совместных конференций, культурных и спортивных мероприятий. Алена Утеева, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск сегодня.